начался 32 год, мы сюда приехали. Вот и врач наевал, как фельдшер вал. Зерно фельдшер вал тени. Заболевал Соловьев, вот как фельдшер вал, вот и врач. Больница, так корпус я заевал. Больница милям стационар. Никас коркас врачлен квартира звал. Сейчас баджимас тени. Больница вал. Кеня милям койкам вал. Кыжвитя мара койка вал, то есть не мой. Вот он тени. Şimdi шланов койка освал, ваним сотон. Вот он родильное отделение энергии миновал. Вот он ми ужам кема. Шел 1898 год. В семье Кузибаевского Григория Векшина родилась дочь. По обычаю ее крестили, нарекли православным именем Акелина. «Окелино?» – переспросила мать. «Да как же так? Девочка, как куриное перышко, а имя соглоблю». Поднесла к груди, а нежность и подскажи. «Зови Оки». Так и стали девочку звать Оки по-удмуртски, а по-русски Лина. И никто пока не знал, какие испытания готовит ей, этой маленькой девочке, жизнь. Не знали родители, что их младшенькая испытает ад тюремных камер. Не знала и бабушка, что ее внучка, глядя на нее, станет колдуньей. Не знала и сама Оки Акелина, что будет писать стихи, а они станут песнями. Но это потом, лет через 20. А пока босоногая пора счастливого детства. Оки любили. Она была поскребышем. Родилась после 3 братьев и сестры. Несмотря на то, что семья была большой, родители решили учить грамоте всех детей. Правда, говорят, был и другой разговор. Отдадим дочь в монастырь, может, игуменей станет, а то и матерью казначейшей. Но сама Оки мечтала, как бабушка, стать колдуньей. Девочка видела, как она нашептывала какие-то слова над больным, и он выздоравливал. Оки знала, в старом доме в углу у бабушки стоит сундук. Чего там только нет. Она рассматривала корни разных трав, засушенную траву, ягоды, даже кости каких-то животных. И если я вырасту, у меня будет такой же сундук, думала маленькая Оки. Исполнилось девочке 9 лет, и отец произнес «Дышицкий мурт, щеньму мурт» и повел ее в школу в село Грахово. Единственной ученицей была из удмурток и успешно училась, начала учиться, не зная русского языка. И по существу она как бы для тех лет была отличницей учебы. Вот. Ну и созрела для того, чтобы
поехать учиться дальше в Карлыган. Это на территории сегодняшней Марийской Республики. Она туда поступила учиться, тоже успешно проучилась. И после сдачи соответствующих экзаменов, после собеседования в Елабуге она стала учительницей. 16-летняя учительница Акелина Григорьевна входит в класс. Учит детей русской азбуке и молитве «Отче наш». Говорит на русском, а думает на удмуртском. И вот в ее школу дошла весть – революция. Долетел до Оки листок газеты «Гудыри». Развернула, а на нем все на родном языке. Статьи, песни, стихи. Оки даже предположить не могла, что стихи могут быть на удмуртском. Хотя есть мнение, что знала, что первые стихи о Шальчи-Оки были напечатаны раньше Октябрьской революции. Утверждение, что ее, первую удмуртскую поэтессу, на литературное поприще вовлек Кузибай-Герд, лишь предположительно. Югдур моном чакамия алита жилуе. Январь тулыжей берты сона гаес, айвыеви, войнаиш. Войнаиш, исо аслас одигас показания с гоште. Мон январь тулыжей берты гурте, одик напала оли гуртамно, мне алабгое ужучан куришкыны. Моном чактизы чатишон ужаны, и соберем чактизына редакция ужаны шоса. Ожен су примерно луе февралян пумыс. Февралян пумыс. Вот собере гоште, что отын со тросаевал, гужечки все со тросаевал, и мы нам сразу малпанекал диз ожен, а его и ви, вреченын редакция звуса, вайшки асан сузерезла шальчо килы, гужева маркино шуса, потому что ческама демёсто тросаевална. Вот соферальдам пумаз выезд, и уже марте шальчоки печатла на решете кабурьюсе. Ожен веран богатичко мы, то есть ашальчи окиес, шом чектон шутис, нерещи перокутетис, шом гожачкон перокутетис, солен агаес айво иви. Собери сос помощки за герден, дастям саты ареек, но каямо додичко, совалали октябрь толеже, кукерчит житисёслен сязы, бачи муча волостен. Именно там, на съезде учителей, приметил Лину Векшину Кузибай-Герд. Говорят, она однажды получила от него письмо. «Я нашел тебе псевдоним. Ты будешь Акелина Зор. Согласна?» Она ответила: «Акелина Зор – это хорошо. Теплый благодатный дождь. Но на наших лугах есть неприметный, тихий цветок – Ашальчи, зубровник. Если нужен псевдоним, я буду Ашальчи-Оки. Но это будет позднее». Шел 1919 год. Молодую удмуртскую учительницу ждал рабфак, а после – университет. Она впервые открыла для себя множество наук – химию, алгебру, геометрию. С удивлением слушала лекции о четвертом измерении. Участвовала в антирелигиозных диспутах. У нас семья была очень религиозная, особенно родственница. Моя тетка, сестра отца, у нее семья была зажиточная довольно. Ну, у нас средняя, это моя крестная мать была. Тоже мой вал, здесь вался тоже. Провожать она меня пришла на рабфак, я еду на каникулы, приезжала зимой. Пришла провожать по обычаю, говорит, вайкабре, бесячком, но безе потом мне шуе киросапая. Ну, башачки не моровал. Надо это сказать, а? В молодости такой бываешь прямолинейный. Разве можно так сказать было? Ну, башачки не моровал. Взяла, да пошла. А они обе заревели, мать и крестная мать. Вот учи, как детей, они порушны. Самая тяжелая жизнь ее прошла
в дни учебы в Казанском университете. В Проглоде она училась первые годы, после того, как она стала студенткой университета. Сначала ведь она хотела на филологическом учиться, она вообще-то уже начинала учиться, но буквально переориентировалась, сориентировалась и решила, что ей надо все-таки учиться на врача. Казанин шецке, чулкак щутем, тернатощ, адямёсишка кучук нас сосо, лучая потеблем. Это были действительно очень трудные времена. 21 год. Голод по всей стране. Пуд соли в Ижевске стоил 5 миллионов, а паёк, который выдавали, был мизерным. 10 фунтов кукурузы, 10 фунтов пшеничной муки, 3 коробки спичек и фунт конопляного масла. На первом курсе Ашальчиаки начала курить. Так меньше замечала голод и запах трупов, говорила она сама позднее. Но и это она бы снесла, если не унижение. На экзаменах профессор, не скрывая своего пренебрежения, говорил: «Зря учишься, из удмуртов врач не получится». Я наревелась на факультете. И 3 года все собиралась уйти. Анатомия, она очень скучная наука. Ее надо еще зубрить, ведь она так не идет. Нудная. Это кости, скажем, штук 250. И у каждой кости название 10 до 15, до 20. Всякая дырочка, всякая такая выемка. И все это по латыни надо вызубрить. Но выдержала. Осталась. Кроме учебы, находила время для художественной литературы. Благо в городе была большая библиотека. Говорят, «Овод» перечитала 12 раз. С автором Лилиан Войнич даже переписывалась. Любимыми поэтами стали Александр Пушкин и Сергей Есенин. Позже, будучи дипломированным врачом, художественно декламировала их стихи. А в 1925 году от казанского студенчества она поехала в Москву на похороны Сергея Есенина. Сама Ашальчиоки писала: «У большой дороги белая береза. Это стан стройный, гибкий и красивый. У прохладных речек шелковые травы. Это мои косы, пышные, большие. Желтой ржи волнистой васильки, как глазки. Это мои очи, синие, как небо. Под горой высокой ручеек хрустальный. Это будут слезы, пролитые мною». Это стихотворение вошло в первый сборник первой удмуртской поэтессы. Он назывался «Щурес-Дурын» – «У дороги». Ох, как нелегко далось его издание. Комиссия рассмотрела стихи и сочла, что они не соответствуют политическим требованиям молодой страны. Помогли руководители Удмуртской автономной области. По просьбе Кузибая-Герда свое заключение написали Тракай Борисов и Иосиф Наговицын. Соужута сыче социально-политической юанистой ведь сова катей соучте удмуртнул кашнолеш, что мы пош дунезе. Хотя первый колбоёсаны за Ашальчиоки при социальной тематике сонимашкевал рак юэмс бтт с чедерным вариантом потис собере каризини вина юэмс бтт шоса и юиздорын. То есть Ашальчиоки гожьяз удмуртнул кашно шариш качесо югдурунула шоса сон леннакча правое завел картез юэсэ жубишке пинал юсыще кыт будо
Сычевал как первый колбурьосыз, собери со гожан куцкиз яратон тематики валтишлы шоса. Яра шальчо килен сыче, что мы как раз лирико-драматической интонации, то есть со драматизировать карсавич матиз яратоне, что мы да, тоне яраты шутем луи, одигесон колбуре сыче валтиш мы когда сон яратон лирика излен, конечно революционный вакте, что из сыченок что кулавел бардичный яратон шариш, гне вераш куле, вырулон лештиш, кинете что мы вырулон лештаны, воштан та дунези и так далее. Марбурдын ашачу килен кубрюсызлен кужемес. Монма пашко нырышик солен кубрюсыз бордазык спо асселен окшоры ломенызы. Но окшоры шуса солен кубрюсыз мур философию, мур пуштросоеш, мур философиес. Отын удмурт нылкышнылен Ваня, шум потом не сызно, шумочку не сызно, верамын. Я глупа была раньше, когда дождик сквозь солнечный луч тонкой сеткой струился сквозной, а на небе, как пояс цветной, дуга-радуга вдруг расцветала. Я бы платье такое соткала, так мечтала я раньше. Ах, глупа, я глупа и теперь, когда слышу я шелест весны, вижу сны, рой обманчивых снов. Верю снова я им, отвечаю на зов, забывая всю горечь потерь. Счастье все впереди, говорю, жду чего-то, горю. – 1928 был насыщенным для Ашальчиоки. В этом году был издан ее второй сборник стихов. В этом же году она получает диплом врача-офтальмолога. Лину Векшину, теперь ее будут знать именно под этим именем по паспорту, направляют в село Юкаменское. Врачей по ее специальности не хватало, а в Удмуртской автономной области свирепствовала трахома. Она целиком отдается медицине и семье. И логичен ее первый вопрос после рождения первенца сына. А глаза? Есть у него глаза? И какое же было облегчение, когда стало понятно, что сын, Валерка, родился со здоровыми глазами. А трахома продолжала зверствовать. Семья решает переехать. Лина Векшина выбирает самый неблагополучный по заболеванию глаз район – Алнашский. Первый рабочий день в Алнашской больнице прошел крайне неудачно. Ей выделили кабинет, было много больных, но весь день она так и просидела одна. Никто не хотел к ней идти на прием. Все шли к другим докторам. На вопрос, почему не к ней, ответили: «Ты своя, деревенская, и, значит, знаешь не больше нашего». Лина Григорьевна нырысе помешканы кылбес первой классы детским мыныкым. Ажло, но Алина врача тазалке ушка советовала ведь. А Лина Григорьевна еще щенец проверять каравал. И мы нам щеньмы траховаем вишены куцкем. Вылешелен щеньмы вишевлем трахомаем, и мы немного кушки. И вот буде срок из бардеса пуки катеджен. Но ветли янатыны содоры, чаляк янаты согыгне куцкем валбере. Но сойзеуг вунетишка воштизы укол пуктыса. Аликино вышло за тодышкона. Вот сейчас помешкон мы нарушать язык орчиз. Медсестра Лусамантини удмуртойма вашен ужай. Вот они янаты валсо, медпунтаник. Тинисрезе бешо живет волса увидарня локпо. Янатса собре бокша кылан ветлис. Буде сарня. Первый мон возен кылазно, мон петон возен кыла. Мон пеабршак ужашко, тамак скевалок. Суретини минберен, шакен монисо, мешаке переса. Акушерское вот писако бешковал. Ну, Лина Григорьевна лешмон пизет одишко. Бисойнок вахтегес школа инжетский мон немыз Валерий Тужаль соно улонышко шкизине. Кочабон, мой детский валсо пизе,
Огьянаш кывал, что соврачлен, агрономлен пьеса, ми колхозникнул пьес бере. Но улемьям малпашко со Валерик туж жаль поте. Малы кешуоно сва анаенез шош кемаик улынына скылды. Нырышик, Лина Григорьевна гуртьёсты ветлевал, арняен кыласа, вишишьёсты янатыса. Валерик или папаяныз, я кенькено няняка дёсын кылевал, домработницосын изоведь. Семья, в конце концов, привыкла, что ее постоянно нет дома. Сама Лина Векшина смеялась. В районе меня узнает каждая собака. Когда захожу в чей-то двор, ни одна из них не лает. Перепеште пожаешь, уевал. Нигде де поштай, нижели поштен косевал. Оличев до собой жимон се ужакас. Верашкиш, матушка, тар, верашкиш. Ужас, одик полно. Ой, дай вас това, кырджалом, шве. Кошкен пигурес, ерпотчотонес, нунишванес кырджас, как нама кырджаса покишком. Ой, таре, новама колдишки заке, юлям, кто сад, пешуоца не швева. Туж верашки швал, туж. А на дворе 30-е годы. Наиболее умные, талантливые люди стали пропадать. На слуху было страшное слово «ГУЛАГ». Лина Векшина узнала, Кузьба и Герда обвинили в организации подпольной контрреволюционной организации «Софин». По этому делу арестовали большую часть удмуртской интеллигенции, среди них и ее родной брат Иван. Его больше знали под писательским псевдонимом Айво Иви. А в феврале 1933 года пришли и за ней. Пытались обвинить в том, что она поддерживала связь с буржуазными националистами. Но следователей, конечно, больше интересовал Кузьба и Герд. То именно нырышеты классы совет. Ты спросил меня, ну к чему это пишешь стихи? Тратишь силы, как вол для сахи? А спросил ли мой друг у овса, что созрел на полях? Ночь и день, почему он шумит? Ночь и день сам с собой говорит. А у речки спросил ли мой друг, почему она вечно журчит, не смолкая струится, бежит? А весною в садах соловей почему распевает с ветвей? Ты об этом спросил ли, мой друг? Стихии часто приходили к ней во сне. Так же часто она видела себя маленькой, снилась бабушка. Она, маленькая девочка, как и прежде, ласково называла ее Аби. Рассказывала ей, что у нее получилось стать, как и она, колдуньей.
Только лечит она не кореньем, не отварами, а скальпелем и лекарствами. Она врач. Аби тоже говорила с ней, только вот уловить смысл она не могла. А утром просыпалась с мыслью, может быть, хотела предупредить о чем-то. А на дворе были 30-е годы. У всех на слуху было страшное слово «ГУЛАГ». Люди исчезали внезапно и бесследно. Врач Лина Векшина, она же первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки, чувствовала, что и в ее жизни грядут перемены. До нее дошли слухи. Арестовали Кузибая Герда. Его обвинили в организации подпольной контрреволюционной организации «Софин». По этому делу была задержана большая часть удмуртской интеллигенции. Среди них и ее родной брат Иван. Его больше знали под писательским псевдонимом, а его Иви. А в феврале 1933 года пришли и за ней. Атаймлям тушкышкас, охьесви арестовать карилям, кот курезестизыно. Вань коштет йосе, книга осе, атай сутис, окьяпай тюрмен соку пукис куать толеш. Сое Кузибай Герден герджашкем шуса, айво Иви агаймес, и окьяпезно пуктизы тюрмае. Одикпол сыче учырвылем. Сое отчало уин до просе. Сылыса уй бытоведь. Кежет огнас камерайнсо. И та шедейни, пален помызу звуме даш савет. Чем може брытой шусамара, та чем скелянез аджитой шусамара, одик поласо туртевелем ошечкыны. Чидан, удмуртшным план чиданез бачим шо. Но дундевну лишкотке, хоть мы чидате куглу, ин маршот это цомда чида, конец это он чидашкот, со кужмукшномор, совеник чидас. Ее освободили, но и после она жила в страхе ожидания нового ареста. Берлосо вещь курдаса гнеуле, соиник, первый бертем бераз, пизе черте фотография, сниматься карышкины, ножик все равно пуктозы драй, узмозмуте драй своя шуса, и вот чтобы хоть карточка есть, кено пьезлен ще раз медлос. Ждать пришлось недолго. Во второй раз ее арестовали в 1937 году. «Я думала, что сойду с ума», — говорила она потом. «Темная тюремная камера. В нее не попадал даже солнечный свет. О том, что наступила ночь, я понимала, когда приходили крысы. Освободили ее и на этот раз. Говорят, освободили с условием. Она не должна была больше писать. Согласилась, но правда ли это?» А теперь шуишкому, что Ашальчи Оки гожечки мыштук репрессиос куцкемен. Репрессиос куцкемен, но кукемон эскерен куцки солож кот кутшому купатам ласолен кавбурес купатам лаверосе шумы. А рючки шкомки Ашальчи Оки берло кавбрузе шумы сборки с потом бере, перевтите арбере, одик кавбурно, одик кошцо одик кавбургане. Кыжитяр бере соз гожачки, кышкотен нос гожачки, кышижимын нос гожачки, одик кавбуреза потом навел, кышчам сетерен гошты одигне кавбур кылы бре. Согерчашкимон малпашкомон Ашальчи Окилон пушодоненыз, репрессиус эвална. Но кышкотети арын, уже куцкизы гердвеле пож вупажаны, гердес партем шамен ултияны, и Ашальчи Оки аслаз нылкышно чулемыны шады, что литературен, но улонын куцкозы батим воштишкон йос. И со палантишкон куцкиз литературалыш. Еще в конце 20-х она написала Кузибая Герду. Писать, что в действительности чувствуешь и переживаешь, нельзя, а фальшивить не хочу. Удмуртская литература на краю гибели. Все талантливые и лучшие силы преследуются. Остаются в ней совсем не писатели. На что Кузибай Герд ответил ей стихами.
Лымы тужджок шуна быре. Ускыс, узбыркал брюсмы. Гоштем чебер книга осмес, вылич калы куцалы джоз. Соку лёгем пыти осмес, улон щурес, вылич аджоз. Чурьез на мапочку одной куртовалдыр. Состыса просто уляс на мапочку. Уляс и мукает уже, эмьян уже вырис. Только свои чулан забыгать из дыркужечку. Кыжи гужачки между бито, тани кшноморт шектен локе, соландыр звона, сосое нылпивае о кылбур, со тоже очень чуатын лое, а дями богато сое гоштетек со тужлюкете тынет. И кыжи сосой улем, сое гоштетек мунсо просто валанте. Нового ареста она ждала вплоть до начала Великой Отечественной. На фронт Лину Векшину призвали на 3-й день войны. Когда война началась, по существу на следующий день ей предложили, или через 2 дня предложили работать, возглавить районную больницу. Главврачом, короче. Предложили работать, да. Но она это восприняла как бы равнодушно совершенно. А когда почти в тот же день предложили поехать на фронт, она заулыбалась и, значит, с радостью сообщила в семье мужу, что она уезжает на фронт. А фронтену мечтазыса шумботе марлы, оскосолы репрессированной адямилы, ашме солдат ясыз янатыны. Шишксапе пуке картези, домработница, что это пырено, что я еду на фронт. А почему ты радуешься? А как мне не радоваться, если мне доверяют лечить наших раненых? Картез джучевал солен бере, соин кытиясен джучайн верашкон кошкензесен. Лина Векшина прошла всю войну. Весть о победе услышала в Польше. Была награждена медалью за боевые заслуги. В служебно-политической характеристике капитана медицинской службы Лины Векшиной было отмечено: является квалифицированным окулистом, успешно проводит диагностику и лечение травм глазного яблока, освоила проведение операций. Товарищ Векшина отличается большим трудолюбием, редкой добросовестностью и честностью в работе, доходящей иногда до недооценки своих сил. Есть такой случай, есть такой факт в ее жизни фронтовой, когда вот работала, стояла, оперировала раненых бойцов в течение не только часов, сутками. 3 суток могла она не спать, как и все другие. Но вот однажды она после такого дежурства пошла, должна была взять пробу пищи в столовой, этой солдатской, скажем, да. И вдруг, когда направилась туда, упала, и не куда-нибудь, а упала в крапиву. Как упала, так и заснула. Вот это удивительный факт, да? Но это правда. Это правда, это было, это подруги рассказывают. Вот до такой степени работали. Она никогда не жаловалась на свою жизнь, на фронтовую жизнь, несмотря на то, что было так вот тяжело. Вань медсестросну, врачесну, а селеш вирзес что-то влем сосырмен солдат яслы. А удик полсуча учил влем. Егит боец, ведь операция ли что? Кукет здесь уранить влем влени. И талысу операция ли что? Ну а где что умрыс все, косакпис, вирус брейн тален. И шуя калетиналы, Алевтина Филипповна ли. Тина, бери мою кровь. А через операцию лечь-то ведь, а слышь-то суйзащется, башь-то лечь-то вирме. Мало именно, а слышь-то группа крови ведь одинаковая должна быть, ведь. И вот со
операция лишь, а слышит звирзен еще те, и та пиленым на распе, чужит пепрын кучки, и сосычен шумпоте, кычеса шумпотон куке, адями тенат кивлад улдже. Домой она приехала в октябре 1946 года. Вернулась целой и невредимой. Ее уже ждали в больнице, и она снова стала колдовать над больными. Киньке содорын дышецкема ведь. Кудис шо, юмен гнепе угды енаты валкать, кылын знадыш енаты валкать. Шо, пешая зна пелляшки швылема ведь. Со швылем пешая кадикпе, мнамно сакрес горд буяме потевал. Вот майскено валдыр, малыкено соленки ула задямиос янало. С наступлением хрущевской оттепели было издано постановление о культе личности Сталина. Лена Векшина получает письмо. К ней обращается Аркадий Клобуков. Как хорошо и поэтично получилось бы у вас с воспоминаниями. Вы же были у колыбели молодой удмуртской литературы. Но в ответ первая удмуртская поэтесса пишет: Действительно, времена настали чудесные. Вот запеть бы полным голосом, но голоса нет. В 1933 году мне посоветовали бросить писать плохие стихи и постараться сделаться хорошим врачом. И я сделала все, чтобы забыть. Правда, во сне они, стихи, меня донимали. И мне было досадно, что не могу избавиться от этой заразы. Со окуни беректишке кылбурану со беректишке проза аудусы. И татын солон гоштамын ог дасодик пала веросёсыз. Нырышети кылбурчигыны ветельвал со нырышети веросчиновал, со еник та туш туско нырышети веросчишуса. Ташариш туш жит верашкишкома. В основном кылбурёсыз, лирика шариш. Но та не может шатсалки, лирика, кылбрёсы за солон кужмогез, веросёсы за кужмогез, манверанно плащички молкешоно, союзно таизно солен золеш, соязно таязно лябёсыз гезвань, соязно таязно зол произведению сызвань. Почему они туртиркем, щенку спинула кыцюновуя. Ломарный изянте. Она из напищает мане с бокоен кшкато. Марлы сам варкаран изуштит. Тань бококтос. Энкс какочшес буштиз. Киде чаптос. Учки альтанылес. Алига не дерем зе воштембал. Айзе копаке гренсаптам. Боко, пырмидоры. Тон мане с баджим мешок одно. Ну базаре, чёткин лукено. В наследство Ашальчиаке оставила 20 рассказов и 38 стихотворений. Но большую часть жизни она заставляла себя молчать. А сколько могла бы сказать, если бы заговорила? Ответа на этот вопрос нет. Лена Векшина – врач. Ашальчиаке – первая удмуртская поэтесса. Прожила только одну жизнь – ту, что прожила. Хоть мотылек моя душа, зачем ее поранены крыла? Хоть сердце мелодично, точно гречь, зачем его оборвана струна? Хотя мечта, как золота струна, зачем цепями скована она? В последние свои годы она очень просила, чтобы ее проводили с песней на ее стихи. Ее желание было исполнено. И теперь, годы спустя, напевая знакомые мотивы и повторяя знакомые слова, многие отмечают: так это же народная песня. И, наверное, это выше всех высоких наград.
кычен тода дысо кристилят. Нурыш осконтем вал вот уке танат дышет пичидыршен гоштет гожа шадами и тонен артегневел тушурашком со валтиш редактор мон солен гоштишес ну вонтем со вал соин тушка пчивалжаны со командировка на тушка пчучке вал ничошен на улим апартаментосы со туш капчен шаттевал огякыл пчесын вот и соноконо вот гожами сейчас дугды солен шамас переменвал а со гоштет пинал понна туж баджин кужим носа шумпотон носа будяш кужим носа шусал вот солестин тросе аджанкарса ми трошечком то лавакате вот кизили борден сейче бергесна мургес пуштрасона карне вот ожи кужачком. Ну, пикал бурет дусеске выда баштано, но Герман Алексеевич они тауду синтершен заке баштано типон на амарлы дышетис шунилос. Вот со НЛП психология звала мес, соленцо, наверное, туш одегец бадим кужеме звал. И бедесак, если си торси се запинала си жена, ожи, которая седана успорме, вълта ни туала вакате, с чадями, като кин пинала се негожия. А вот со богатый пинал мылка до луны шлом, кот то нарасатна, со кот куда учетчика. А вот германский слова, со богатый пинал сос мылка здесь вожены, пушказно и се его жматыны ослас произведение созна. Очень долго лишь будет все. Как раз совершено нарушение установленного порядка организации, собрания, митинга, демонстрации, шествий и пикетирования. Таким образом, полагаю, что вина Данилова Алексея Александровича в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказано полностью, в связи с чем прошу суд привлечь данное лицо к административной ответственности. Суд являет совещательную комнату для внесения постановления. У вас какая позиция? Я тебе сейчас не напишу. Сразу раз их на горах выдать. Я так не помню. Может, в понедельник будет материал. Вы что хотите? Есть. Постановление село Завьялово 21 августа 2010 года. Мировой связь судебного участка номер 3 Завьяловского района Орлов рассмотрел дело об административном правонарушении по весной часть 1 статьи 20.2 административного кодекса в отношении Данилова Алексея Александровича, 8 июля 80 года рождения, проживающего в городе Ижевск, Советская 238, работающий ранее, припекающего к административной ответственности. Установил, Данилов является представителем правительства Центра Свека Его в России, не выполнил требования статьи 4, статьи 5, пункта 4, статьи 7 Федерального закона о собраниях, не обеспечит соблюдение установленного порядка организации собрания 20 августа на земельном участке, расположенном по адресу Удмуртская республика, Завьяловский район, Денилов, Дорбая, улица Ильинская, 15, допустил массовое собрание региональной организации ЕГО, в котором присутствовало около 50 человек. Постановил признать Данилова Алексея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по весной частью 1 статьи 20.2 административного кодекса и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление может быть обжаловано в Завьяловский районный суд Удмуртской республики в течение 10 суток со дня получения копии постановления. Все?